Добрый день всем. У нас сегодня такая заявлена, видите, серьезная тема, как стоять в вере за свое исцеление. Вы знаете, дорогие братья и сестры, что я заметила? В нашей церкви Господь очень сильно двигается в исцелении, но многие люди не могут его принять, потому что не знают, как это сделать. А многие, кто принимает, когда за них молятся, они это быстро теряют исцеление. Опять-таки, почему? Не знают, как его удержать. И те, и другие, они в итоге что? Разувериваются в Божьей истине, что ранами Иисуса мы исцелены, и мы, как мы сегодня пели, дети царя, мы должны ходить в божественном здоровье. Аминь? Аминь. И прежде чем начать молиться за какую-либо нужду, да, в нашей жизни, которая у нас есть, нужно убедиться по Писанию, что это есть воля Божья для нас. Потому что воля Божья – это скала. Понимаете, скала, на которой мы можем твердо стоять в своей вере. И где написана Божья воля, скажите? Как мы ее узнаем? Она написана в Слове Божьем, в Библии, совершенно верно, она в Писании. И в чем вы действительно можете не сомневаться, вот в чем можете не сомневаться, что это есть воля Божья, это все то, что нам было обещано через жертву Иисуса Христа. Все, что, то есть это стопроцентная воля Божья, не сомневайтесь. А что это? Это исцеление, драгоценное. Это и есть спасение, это освобождение, это финансовое обеспечение, это защита. Другими словами, это все то, что включает в себя слово «соза», которое мы с вами часто переводим только одним словом «спасение». Но это слово, оно более обширно, и оно включает все эти понятия, которые я только что перечислила. Так что, если вы вот точно знаете, что это есть воля Божья для вас, то у вас не должно оставаться, драгоценные, ни малейшей причины для сомнения. То есть надо верить, что сбудется то, что обещано Богом, что написано в Слове Божьем. И другого исхода, другого варианта не должно у нас быть. Сомневающийся, он не может получить, написано, что-либо от Бога. Не потому, что Бог этому сомневающемуся не даст. Он ему дает, но сомневающийся не может просто принять. Не может принять просто. Уточним, для кого, драгоценные, скажите мне, исцеление является волей Божьей? Для всех людей или для тех только, которые спаслись? Для всех, совершенно верно. И для спасенных, и для неспасенных. Потому что Иисус понес грехи всех людей. И прощены все люди. И ранами Иисуса написано, исцелились все. Где написано? 1 Петра, 2 глава, 24 стих. И там написано, что ранами Его вы исцелились. Исцелились в прошедшем времени. Это уже, драгоценное, произошло. Это произошло. Ну и одно дело, так сказать, но тем не менее мы видим с вами, что многие люди ходят неисцеленные. Да? Ну, к сожалению, это так. Одно дело, когда это неверующие люди, которые сами не могут взять свое Божие обетование. И другое дело совершенно, когда это касается нас, верующих. Вот. Когда это наше наследие это и насущный хлеб. Драгоценные, исцеление – это наш насущный хлеб. А почему с хлебом сравнение? Помнит кто-нибудь? Есть такая история, притча, да, совершенно, есть такая история, притча, описана женщине-хананянке, которая просила, чтобы Иисус исцелил дочь, которая беснуется, да, и он сказал, значит, что, нехорошо бросить, это написано в Матфея 15 главе, 26 стих, нехорошо бросить, значит, хлеб свиньям, да, то есть он сравнил исцеление с чем? С хлебом. И еще, что мы с вами каждое воскресенье делаем? Мы с вами принимаем хлебопреломление, или по-другому называется это причастие, да? Мы с вами принимаем. И что мы говорим? Вот символически этот хлеб – это что? Ломимое тело Христа. Раны Иисуса Христа – это наше основание для исцеления. И это основание, оно было всегда драгоценное. Это основание действа, на котором могли стоять люди в Ветхом Завете. В Ветхом. Почему? Да потому что они верили в то, что это произойдет.
И Иисус, когда Он ходил в земной жизни в теле, Он тоже исцелял в кредит того, что Он сделает на кресте. А мы с вами что? А мы с вами просто смотрим назад. И мы просто с вами верим, что это уже произошло. Но у всех этого основания драгоценные, оно одно. Смотрите, но я хочу сказать, что ни спасение, ни исцеление люди автоматически не получают. Не получают же. Спасение как мы с вами получаем? Как мы получаем спасение? По вере, драгоценным, по вере, да, и Божьей благодати. Ефесянам 2 глава, так звучит. Мы принимаем верой. А исцеление как мы должны принять? Я же вам сказала, это одно слово соза. Значит, так же точно мы должны принять с верой. А почему тогда, скажите, спасенных гораздо больше, чем исцеленных? Ну, есть же такой момент у нас, иначе бы я здесь не стояла. Да? Значит, есть такое. В чем тут причина? Какая преграда, да, стоит для того, чтобы мы с вами приняли исцеление? И как эту преграду нам с вами одолеть? Первое, что приходит обычно на ум, что вам приходит на ум? Ну, не стесняйтесь. Вот именно. Недостаток веры. Это все, ой, веры не хватает, ой, того не хватает. Но знаете, драгоценные, я вам что скажу, такой секрет открою вам, что самая большая вера нужна для того, чтобы спастись. Вот самая большая вера, большей нам по жизни не нужно. А так как вы все спасенные, вы все уже приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя, да, значит, у вас эта вера есть. И Слово Божье об этом четко говорит в Римлянам 12 главе 3 стихе, что у нам всем дана мера веры. То есть каждому дана мера веры. А что говорит апостол Павел? Апостол Павел в своем послании во 2 Петра, в 1 главе, он говорит, что мы с вами, да, собственно, там он пишет послание, что равно драгоценная вера. То есть у апостолов и у нас с вами равная вера. Она совершенно идентичная вера. Характеристики ее, качества этой веры одинаковые. То есть у нас вера с вами есть. Но почему же мы тогда с вами не видим желаемых результатов? Вопрос-то он остается, и на него нужно как-то нам ответить с вами. Потому что, драгоценно, если так сказать совсем кратко, потому что в сердце своем мы не верим в эту истину, что ранами Иисуса мы исцелились. Мы соглашаемся с этой истиной в разуме. Понимаете? Мы просто соглашаемся и больше верим тому, чему. Что видят наши физические глаза, что мы чувствуем, да, наши чувства, что мы слышим. Нам диагноз, может, какой-то уже установили, или анализы что-то нам показывают. Мы этому больше верим, чем тому, что написано в Слове Божьем. То есть мы верим во что? В видимые вещи. Но видимые вещи, драгоценные, да, это все временное. Вот то все, что вы видите, оно временное. И значит, это что? Факты. Это может быть факт. Да, факт. Факт. А что такое истина тогда? Это невидимые вещи. Они вечные, и они истина. Истина, она выше любых фактов. Но сделать выбор между фактом и истиной в пользу последней, да, просто так, переубеждением простым, ну, я буду верить в истину, не получится, драгоценная. Ну, просто так себя переубедить нет. Чтобы свою веру мы смогли высвободить и получить действительно результат, который мы ожидаем, что должно быть? Наш разум, он должен быть обновлен. Обновлен. Почему? Потому что дух веры, который идет из нашего обновленного духа, он должен пройти через разум. И если этот разум, вот этот вот, понимаете, посерединке стоящий между языком и духом, если вот этот, значит, разум, он не обновлен, происходит что? Искажение. Происходит вот угошение веры. Если совсем кратко сказать об обновлении разума, потому что я сегодня не буду именно на эту тему говорить, может, в следующий раз. Вот. Если совсем кратко сказать об обновлении разума, то это самый лучший способ это делать, совершать в постоянстве. И это, я скажу сказать, что это все-таки ключ.
определенные такие духовные упражнения, как исповедание. А что за исповедание? Исповедание, кто ты во Христе Иисусе. Кто мы во Христе Иисусе? И скажете, а как часто исповедовать? Драгоценные, здесь нет ограничений. В всяком случае, царь Давид, он 7 раз в день славил Господа. 7 раз. То есть это минимальная какая-то планочка есть. А как долго исповедовать, и скажете? Да всю жизнь. Пока мы на этой земле. Всю жизнь, драгоценные. Вот. И у филиппийцам, нет, не филиппийцам, а Филимону. Филимону, там в 1 главе 6 стихе и говорится об этом, что наша вера была действенной, она была эффективной, она была производительной, это наша вера. Что нужно нам? Нам нужно познавать, то есть практиковать все то добро, что в нас есть. А как мы это можем делать? Исповедовать, кто мы во Христе, осознавать это. То есть одну сферу жизни мы отработали, да? Здесь разум обновился, переходим на другую, изучаем, выписываем обетования в этой сфере и исповедуем, то есть общее обетование исповедуем во Христе и плюс обетование в той сфере, которую мы с вами прорабатываем. Вот. То есть драгоценный труд никто не отменял. Нам придется потрудиться. Итак, исцеление. Исцеление – это воля Божья для нас. Согласны? Согласны. Одно из имен Бога, как оно называется? Иегова Рафа. Совершенно верно. То есть в переводе это Бог-целитель. В Исходе 15 главе 6 стих там написано об этом. Драгоценные, никогда, ни при каких обстоятельствах болезнь не может быть волей Божьей. Ни для одного человека в мире. Услышьте это. Иначе Иисус совершенно зазря пошел на крест и страдал. Совершенно зазря. Если кто-то говорит, что Бог через болезнь воспитывает, да? Вот. Если говорит, что Бог таким образом хочет человека привести к спасению, драгоценно, не принимайте эту ересь. Это равносильно к тому, что Иисусу говорили, что Он изгоняет бесов силой Вельзевула. Поэтому не нужно этого делать. Утверждать любые подобные вещи, да, это просто вот быть как фарисеи, вот те, которые были. Вот. Господь Бог, Он наш, все делает из чего? Исходя из любви, а не из зла. И Он целитель, целитель. Вот. Поэтому Он желает, чтобы на земле было так, как на небе. То есть мы молимся молитвой «Отче наш», да? На земле, как на небе. То есть, чтобы люди не болели. Мы, значит, смотрите, каждое исцеление, вот каждое исцеление – это процесс, занимающий короткий либо длительный промежуток времени. Есть исцеления мгновенные, слава Богу за это, но это из разряда чуда. Чудо. А мы не только о чуде говорим. Конечно, мы хотим, чтобы всегда, чтобы все было мгновенно. Да век такой у нас особенно сейчас. Все быстро, бегом. Раз, микроволновки, тудым, сюдым, все быстро. Вот мы хотим, чтобы быстро. Но знаете, не всегда так бывает. Не всегда так бывает. Часто бывает и так, что исцеление занимает какой-то интервал времени, вот, пока пройдет какой-то определенный цикл в организме. Но в любом случае наша конечная цель, чтобы исцеление, оно не только началось, но оно что? Закончилось. Чтобы оно завершилось. И как нам этого с вами достичь? Давайте вкратце посмотрим 3 библейских примера не частичного, а полного исцеления. И хотя вот первый пример, который я вам предложу, он будет касаться, скажем так, да нет, ну да, он подходит и к тому, чтобы мы стояли уверенно за свое исцеление, и точно так же, если мы стоим за исцеление другого человека. Он будет в 2 случаях, принцип этот будет подходить. Но мы с вами сейчас будем смотреть именно на принципы, которые мы можем использовать в своей жизни. А в конце проповеди я вам на своем личном примере, пошагово, скажу так, на пальцах просто, объясню, как это все делать практически, как принять свое исцеление и удержать его. Смотрите, давайте возьмем первый пример. Первый пример, он написан в Марка, 8 глава, 23 стих. Марка.
8 глава, с 23 стиха. Это Иисус, Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. То есть как видит? Мутно, да? Очертания видит. 25 стих. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел, и стал видеть все ясно. Смотрите, это единственный описанный случай в Библии, где Иисус молится дважды до полного исцеления. Мы не знаем с вами, были ли еще такие случаи, не было таких ли случаев, ничего фантазировать мы не будем, но если этот случай, он написан в Библии, значит, он имеет место быть. Да? И иногда один раз помолиться за больного недостаточно. Тем более, что у нас таких с вами результатов, как у Иисуса, нет. Какой вывод можем мы сделать именно из этого примера? Надо молиться за себя, дорогие, или за больного столько, сколько потребуется. И я хочу вам привести вот так вот пример. Вот если я, допустим, положу салфетку на кафедру, попробую, я не репетировала, попробую положить вот салфеточку на кафедре и попробую на нее сейчас дунуть. Она у меня слетела, я сильно дунула. Но можно, я сейчас сделаю по-другому. У меня тут лежит 2 ручки. Вот я, допустим, одну ручку, я ее толкаю. Раз толкнула, она лежит. Второй раз толкнула, еще. Я ее раз столкнула за 3-м разом. Да? Я ее столкнула, то есть она упала. Так и болезнь. Иногда одного раза недостаточно. Понимаете? Чтобы враг доступил и исцеление пришло, надо сделать несколько ударов. То есть целую серию ударов. Пока мы возрастаем в этом служении. Когда возрастем, можно будет и 1 раз. Понимаете, самый лучший бой, когда 1 удар и полетело. Вот так. Вот так. Это вам, чтобы наглядно просто было. Потом ручки соберем. Значит, вот так должно быть, драгоценное. Но пока этого нет, значит, что мы можем делать? Мы можем вот так делать. Так что те из вас, кто молится за исцеление за себя или за других, или те, которые принимают исцеление, да, вот, не должны смущаться и сдаваться, если с первого раза что-то не получилось. То, что вы ожидали. Когда я стала молиться повторно, а вы это знаете, что я молюсь не 1 раз часто, я тоже начинаю. Спрашиваю, как у человека, тоже начинаю молиться 2-й, 3-й, 4-й, 5-й раз могу помолиться подряд, тут же. И что вы думаете? Стали появляться больше результатов хороших. Понимаете? Больше. Моя вера от этого не падает. Я просто каждый раз добавляю жизнь. Я не начинаю с нулевой точки. Я уже столкнула. Я уже подвинула. Понимаете? Вы добавляете просто жизнь, поэтому пусть вас это не смущает. Второй пример я вам приведу из Библии. 10 прокаженных. Это Луки, 17 глава, с 14 стиха. Увидел их он, то есть Иисус, сказал им, войдите, сейчас, пойдите, нет, сейчас, секундочку. Угу. То есть я объясню до этого. Значит, Иисус увидел прокаженных, да, Он исцеляет их и говорит, покажите священникам. И когда они уже очистились, 15 стих, один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Вы эту историю хорошо знаете. 19 стих. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Смотрите, вот там было, что они исцелились, там было Иоамаии, там слово было другое, а здесь Соза написано слово. Здесь, то есть он стал совершенно здоровым, этот человек, последний, который пришел, самарянин. У этих 9 человек кожа очистилась. То есть они могли возвратиться в общество, уже никто не сторонился, потому что процесс остановился. Они могли вернуться в семьи, да, какой-то общественной жизни, они могли. Но они не были полностью исцелены.
Ведь когда происходит проказа, там очень внутренние изменения ужасные, там органы, там куски части тела отпадают. И понимаете, вот этот последний человек, он полностью был соза исцелен. Все восстановилось. Вы разницу уловили между теми, которые вас благодарили и которые нет? Есть разница? Что мы можем взять из этого примера драгоценный? Всегда нужно воздавать славу Богу за свое исцеление. Всегда. Воздавайте славу Богу, а не человеку. Это не человек вас исцелил. Это не человек понес ваши болезни на себе. Это не его ранами вы исцелились. И это поэтому совершенно не обязательно, да, говорить, вот приходить на сцену и говорить, вот меня этот помолился, и вот я исцелился. Ну, совершенно кого Бог взял, какой сосуд, это Бог это сделал. Поэтому даже этого человека можете не упоминать ему же во благо, а то еще возомнить, что он какой-то особенный. Понимаете, он такой же точный, дух у него такой же точно. Мы все одинаковые, драгоценные. Поэтому нечего тут дифирамбы петь человеку. Богу воздайте славу. Богу. Только Ему. Именем Его вы исцелились. И благодаря тому, что Он понес наши болезни и ранами Его наше основание. Понятно, да? Хотите исцелиться, соза? Аминь. Значит, что нужно делать? Свидетельствовать. Драгоценные, я могу в какой-то степени, может быть, объяснить неверующих. Вот мне сейчас приходит пример такой. Недавно был, в декабре месяце, когда я летала в Москву. И в самолете меня на проходе остановила молодая женщина, говорит, вы же из церкви? Я говорю, да, но не помню, прости, не помню ее. Она говорит, я приходила к вам 2 года назад. Приходила с дочкой, была в отчаянном состоянии, в девочке был приступ эпилепсии. И вы за нее помолились. И знаете, мне так мгновенно, вот просто вспышка. И я увидела, как я помню, как это было. И где это было. Но больше ничего не помнила об этом. Я вообще о них не помнила, скажу честно. Я говорю, ну как ваша девочка? Что с ней? Она говорит, она шепотом мне. Она тихо-тихо начала мне говорить. Вы знаете, больше приступов ни разу не было. Человек боится спугнуть свое исцеление. Понимаете? Боится сказать. Я говорю, почему же вы не пришли в церковь? Ну, я собиралась. И я ее могу в какой-то степени, если человек невозрожденный. Но вас, драгоценный, я понять не могу. Не могу. Почему? Не надо выходить тут полчаса рассказывать, что у вас было, и этим самым воздавать славу сатане. Не надо этого делать. Было вот то-то, а меня Господь исцелил по вашей или по своей ли вере, или кто-то из вас помолился. Слава Богу! Воздайте Ему хвалу. Кратко. Аминь. Все, я думаю, убедила вас. 3-й пример. Значит, 3-й пример мы с вами почитаем. Это Марка 5 глава с 28 стиха. Ибо говорят, вы знаете эту историю, но тут есть принципы, которые нужно взять. Не историю я вам рассказываю, а я хочу, чтобы вы взяли то, чем надо пользоваться в жизни. История женщины с кровотечением. Марка 5 главу, 28 стих. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И что дальше произошло? Источник кровотечения иссяк. На что я хочу обратить ваше внимание, драгоценные? Именно на утверждение этой женщины. Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею. Какое это утверждение? Краткое, четкое. Вот оно, прикоснулась, выздоровела. Все. Никаких там больше условий. Не надо ожидать, что приедет к вам сюда какой-то помазанный, припомазанный проповедник и будет тут в дарах рассказывать, как он там всех исцеляет. И вы прямо услышите, что он говорит, вот у тебя болит правая почка, сестра. Я точно, слово знания, это я сейчас исцелюсь. Или ждать еще, когда вам скажут, там какое у вас коленка именно заболело. Не надо этого, драгоценные. Возьмите краткое исповедание для себя. Если вы будете так долго ставить вот эти условия, вы знаете, враг успеет вас остановить, пока это все произойдет. Вы не получите то, что вы хотите. Вот. Поэтому вы примите просто кратко. Сейчас просто на меня, сейчас брат там, или сестра возложит руки, и я исцелюсь. Все. Брат возложил руки, исцелилась. Или скажет сейчас кто-то, во имя Иисуса там будь исцелен, да? И я приму сейчас. Вот и все. Возьмите для себя это, как понимаете, поверьте в это, возьмите для себя. Не ставьте много там этих, когда у меня изменится, когда от грехов избавлюсь, когда там я еще чего-то сделаю, прекратите это все, ставить условия никакие.
Значит, давайте, Марка, следующий продолжаем. Это первый принцип, я вам сказала, да, утверждение такое. И следующий, 33 стих читаем, Марка 5, 33. «Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину». 34. «Он же сказал ей: щер, вера твоя спасла, соза тебя. Иди в мире и будь здорова, и от болезней твоих». Второе. Что мы должны подчеркнуть из этой истории? Что женщина знала, что с ней произошло. Смотрите, что значит знать? Если никто вас не может разубедить, то вы знаете. А если может разубедить, если может вас заставить сомневаться, то вы еще не знаете, драгоценные. Так вот, эта женщина знала, и изменения последовали. А в нашей ситуации, мы же говорим об исцелении, в нашей ситуации, независимо от того, что вы чувствуете, что вы видите, что вы слышите, вы должны знать. Что вы должны знать? Что когда за вас помолились, в этот самый момент, в это вот мгновение вы получили. Вы получили свое. Бог даровал вам просимое. Оно просто в пути, но оно ваше, и никто не может уже вас в этом разубедить, и вы его получите. Смотрите, в Марка 11 главе 24 стихе, там я зачитаю его и объясню, что там нужно обратить внимание. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Так вот, драгоценные, здесь не получите. Там слово, кто сомневается, проверьте по всем словарям, там слово «получили». А это принципиально меняет положение. Смотрите, верьте, что получили в прошедшем времени. То есть с того времени, как вы поверили, да, что вы получили, до момента, когда у вас это будет, вы должны стоять просто в вере. Вот за вас помолились, вы уже получили. Не важно, что вы еще не видите, еще глаз косит, еще там что-то не слышите. Не важно, драгоценные. Вы уже получили. Сейчас я вам все это объясню на пальцах. Значит, вы должны стоять в вере. Да? Что значит стоять в вере? Что значит стоять в вере? Ну, смотрите, решите, прежде всего должны принять решение, во что вы верите. Во что верите? Вы верите Божьему Слову или вы верите симптомам, диагнозам и так далее? Чему вы верите? Если вы решите верить Слову Божьему, да, ну тогда вы говорите Слово Божье. Тогда вы и поступайте, соответственно, со Словом Божьим. Если вы верите в Слово Божье, а не говорите то, что вы чувствуете. Вот. Если говорите, что у вас этого нет, да, или вы так поступаете, соответственно, как будто у вас этого нет, таким образом вы можете аннулировать свою веру, драгоценные. И вы можете угасить веру того человека, который за вас молился. Вы понимаете? Что вы должны еще делать? Это, что значит стоять в вере? Это верьте, что вы получили, то, что я вам так уж объяснила, что уже получили. Учитесь быть такими духовно упрямыми. Вот здесь упрямство – это то, что нужно. Вот мое и все. И не сдвинусь с места. Настоящая вера, она не прекращается, пока она не получит то, зачем она пришла. И следующее. Стойте твердо на обетованиях. Твердо. У вас есть основание. Какое основание? Раны Иисуса Христа. Это наше основание. Нет другого основания, драгоценное Слово Божье. Раны Иисуса Христа. Знаете, почему у римских солдат на подошве сандалий были шипы? Фото первые поставьте, пожалуйста. Были шипы такие металлические. Даже пишут типа гвозди, вот они по-разному изображают обувь. Чтобы в любую погоду, на любой местности их обувь имела сцепление и тягу. Они как впивались, понимаете, в эту землю. Они становились, и они стояли крепко, твердо. Они не скользили, они не шатались. Упирались просто в землю. Вот они шипы, вам видно, кому-то нет? Угу. Не давайте никакому гнилому слову, следующее, что вы должны делать, не давать никакому гнилому слову исходить из своих уст. Что такое гнилое слово? Это каждое слово, которое противоречит написанному Божьему Слову. Это и есть гнилое слово. Лучше закройте рот, драгоценные. Это очень полезно, кстати. Закройте, помолчите.
На все расспросы о вашем состоянии здоровья, а как же нам отвечать? Мы же не можем врать, а не надо врать, драгоценные. Кто вас учит врать? Я вам говорю, говорить так, как есть, как истинно говорить. Вы отвечайте просто: я верю, что уже исцелена ранами Иисуса. Я верю, что у меня это уже есть. Это правда? Это правда, это истина. Итак, когда стоите в вере, что нужно делать? Верить Слову Божьему, говорить Слово Божье, действовать по Слову Божьему. Другими словами, это что? Это есть смирение, это есть кротость драгоценная. Это мы, когда подчиняемся Богу. И что еще нужно делать в этот период, чтобы вот устоять в этой вере? Что нужно делать? Когда вы стоите в вере, вам надо быть в боевой готовности. Потому что враг, думаете, он спит, когда вы так стали в стойку? Нет, он не спит. Он не будет бездействовать, он будет вас атаковать. И какие бывают атаки? Атаки бывают прямые и косвенные. Прямая атака – это когда, знаете, у вас мысль приходит. И вы думаете: о, это моя мысль пришла. Во время молитвы это точно мысль от Бога. Слушайте, это прямая атака называется, сатаны. И если вы слышите: это не работает, да сколько ты уже молишься, да никто не исцелился, да где такой взяла, вот это точно работает. Это точно прямая атака. И гоните ее подальше. И бывают косвенные атаки, когда вы вроде бы что-то там решили, если вот послушали сейчас слово, придете, а вам тут же кто-то из ваших родных обязательно скажет то, что будет колебать вашу веру. Дьявол использует своих родных, ваших близких, СМИ, прямо в соцсетях, пришлют там сообщение какое-то, какую-то историю, которая будет подкашивать вашу веру. Это есть косвенная атака. Имейте просто в виду, что такие они существуют. Вот. Значит, поэтому как мы должны противостоять, вот, допустим, вот этим мыслям, которые пришли, да, в нашу голову? Как мы должны? Да просто так и скажите: это неправда. Это неправда. Мысль, я тебя просто беру в плен. И процитируйте, драгоценные. Для того мы и учим в библейской школе стихи наизусть. И я всю церковь просто увещеваю делать это. И учите Слово Божье. Цитируйте Слово Божье, чтобы вы могли сказать, как Иисус: написано. И процитируйте. 1 Петра 2:4 написано, что ранами его исцелилось. Вы процитируйте те места, которые, процитируйте Исаия, 53 главу, что Иисус забрал наши немощи, понес болезни. Процитируйте многие места. Что вы вот в Марка 11 главу, что вы своей горе приказали и верите, и все, что будете просить, да, получите. В любые места Писания вы можете на них встать и процитировать то, во что вы верите. И теперь, драгоценные, перейдем с вами к практическому примеру из моей личной жизни. Как стоять в вере и получить свое исцеление? То есть увидеть физически проявленным. Скажу честно, я не всегда. Был у меня период жизни, когда с гинекологией я не справилась. И очень сожалею об этом. Все остальное как бы справлялась, сама за себя молилась, стояла на слове, на вере и получала то, на чем стояла. И сегодня я вам дам некоторые ключи, которые действительно, они рабочие, и вы можете их применить в своей жизни. Я приведу не свежий пример, скажем так, но почему я его взяла? Потому что он очень-очень наглядный, как пример именно. Как получить вот это исцеление? И хотя многие из вас знают, что у меня есть и свежие примеры, так как не так давно я ходила с флюсом, да, и боролась с ним. И когда мне сказали, что никакая турунда, даже если разрежем вашу десну, не поможет, нужно идти рвать зуб один минимум, а то и два. Знаете, что сделала я? Я оттуда благополучно ушла, рентген-снимочек бросила в ведро мусорное, и перед вами стою со всеми зубками. Вот. Значит, и так несколько лет назад, а это именно 8,5 лет назад, значит, в 2016 году я заболела опоясывающим герпесом. Очень тяжелая форма. От начала болезни до выздоровления прошло ровно 40 дней. Поэтому я этот отрезок своей жизни назвала пустыней. Я не буду описывать весь этот путь. Да, это целых 11 страниц, которые я напечатала, все описала, печатных. Но я сделаю акцент на типичных ошибках, которые я совершила в начале заболевания, и на тех последующих правильных шагах веры, которые я потом делала, и они привели к победе.
Для тех из вас, кто не в курсе, что такое опоясывающий клещай, это он вызывается вирусом ветряной оспы. Он вызывает очень сильную боль, если это высыпание не на коже это легко проходит, а когда они все внутри, по ходу нервов, ганглиев. А у меня было три всего прыщика сверху, поэтому долго не могли поставить диагноз, а все высыпания были внутри. Боль была невыносима. Я спала по 2 часа в сутки максимум, что на меня хватало. Никакие обезболивающие не помогали, потому что мне сказали четко, даже наркотики не берут. Поэтому терпите. Начну с ошибок, которые я совершила. Вначале, когда боль была терпимой, я не сразу стала с ней сражаться, драгоценные. Я не стала с ней сразу по-настоящему сражаться. Почему? И так многие поступают. Многие так из вас соглашаются болеть чем-то незначительным. На наш взгляд, чем-то незначительным, да? Ну ничего страшного, ну насморк, ну ничего страшного, ну голова заболела, ну ничего страшного, там что-то там кольнуло, ничего страшного. Драгоценные, это ошибка. Это большая ошибка. Потому что мы что? Мы даем болезни укорениться. Потом будет намного сложнее все это выкорчевать. Вы не знаете, во что перерастет. Вот. Поэтому возьмите себе, пожалуйста, на заметочку, что любое заболевание, нужно с ним бороться сразу и всерьез. Сразу. Сразу бейте в набат. И если сами не справляетесь, просите помощи братьев и сестер. Я ни то, ни другое вовремя не сделала. И это моя первая большая ошибка. Вторая ошибка. Я не там искала причину болезни. Так как я склонялась к мысли, что из-за того, что у меня было очень сильное переутомление, а в тот момент у меня было действительно сильное физическое переутомление, я решила, что я же врач, я решила, что, понятно, переутомилась, значит, иммунитет у меня упал, сама заболела, сама виновата. Я сама себя стала винить. Драгоценные, услышьте меня. Не, вначале я вам скажу, когда у меня это самое. Бог мне дал сон. Он мне дал сон, и Он показал мне истинного врага. И поэтому я хочу вас увещевать. Запомните просто раз и навсегда. Любая болезнь, корень любой болезни – это дьявол. Не надо ничего выискивать. Вот один у нас враг, один есть источник болезни – это дьявол. Что бы там ни было. Угу. Запомните это. Поэтому не миритесь, сражайтесь. Только на 26-й день, вдумайтесь, болезни, потеряв всякую надежду получить помощь от кого бы либо уже, я наконец-то начала делать реально правильные шаги, чтобы помочь себе. И первое правильное решение, которое я приняла, никому ничего не говори о своих симптомах. То есть не констатировать факты. Я решила просто утверждать только одно, что ранами Иисуса Христа я уже исцелилась. Таким образом, я что сделала? Я пошла в наступление. Так же? Начала говорить Слово Божье. Взяла его просто в свои уста. Поведите второе фото на экран. Вот такой римский воин, который, пока еще не вижу, вот он, видите, он точно такой же, да? Да? Запомните, это вы. Это ваш должен быть портрет, когда вы наступаете. Драгоценно, во всем оружии Божьем. Да? Вот. То есть здесь оно такой копьем. Но мы знаем еще, что чем еще, скажите, Слово Божье с чем еще сравнивается в Библии? С меч обоюдоострый. Покажите меч, чтобы люди картинку видели. Мы мыслим образом, драгоценные. И когда есть образ перед глазами, да, вот, тогда нам проще. То есть написанным Словом Божьим, которое в Библии, оно сравнивается с мечом духовным. Где-то написано, это в Ефесянах написано, да, кто помнит из вас. Вот как у нас. Мы должны сражаться, мы должны наступать, а не быть в этой позиции, скроюсь, может быть, как-нибудь пройдут мимо, пронесет. На 28-й день болезни мне в поликлинике на комиссии выписали сильно действующие неврологические препараты и сказали, терпите, еще 6 месяцев так можете болеть. Знаете, это был приговор из ада. Тут день пережить, а тут мне говорят такие вещи. И выписали такие лекарства. Я-то невролог.
И тогда после обеда я немножко просто обессиленно упала уснуть, и Бог опять мне дал сон. Он мне дал сон, и я увидела, насколько Бог меня поддерживает, и Он со мной. И что вы думаете, я сделала? Я приняла второе важное решение, что пить лекарства и принимать уколы больше не буду. А засыпала я ведь только с уколом, не приезжала невестка, делала эти 2 часа. Я сказала, не буду. Таблетки, я их так и не выпила, не так их выбросила, пришла срок годности, не знала, кому отдать. Значит, я сказала, не буду, значит, не буду. Предупреждаю, драгоценные, это мой путь, и он по вере. Если вы верите, поступайте. У вас не хватает веры, идите, как до чего достигли. Решение было мое непростое. Не только потому, что боль была очень сильная, но потому, что возрастала вероятность быть хронически больной. Понимаете? Вот. И следом я принимаю в этот же день, я принимаю третье решение, я сказала, революционное решение, что я сегодня же устрою поминки болезни и отправлю семьей мое выздоровление. Я позвонила детям и сказала, дети, выздоровление отмечать, поминки будем устраивать по болезни. Они обрадовались, думали, что случилось, прибежали, все. Значит, сказала, то есть я приняла решение быть здоровой. И всем об этом даже сразу сообщила, чтобы, не дай Бог, не передумать. Поэтому я всем сказала, что все, это уже все. Превозмогая боль, потому что она была сильная, я пошла на кухню и начала что-то готовить. Дети же придут, потому что надо уже через себя. Я что-то там приготовила им это. Приехали дети, мы, значит, начали петь песни, славить Господа, все сделали, как положено, поминки, праздник, славим Бога. Я лежу на полу, потому что сидеть я не могла. Вот, значит, мы все отправили, все. Откуда пришла эта идея? Вот кому-то смешно. Откуда? Вы знаете, драгоценные, я никогда ничего подобного не слышала. От Духа Святого пришла эта идея. Потом мне одна сестричка сказала, что, оказывается, так евреи иногда делают. Понятия не имела. Но имейте в виду, я теперь вообще этим пользуюсь, этим способом, мне нравится. Вот. Значит, но боль драгоценная, она не ушла. Она не ушла. И мысли атаковали меня, вот эта прямая атака врага, что нужно делать уколы, пить таблетки, что иначе еще хуже будет, тот эффект, который накопился, уже исчезнет и так далее. Я отгоняла их к себе, стояла на слове дальше, и пришло такое мне слово, Луки 9:62. «Никто, возложив руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для царствия». Я захотела быть благонадежной для Царствия Божия. И я принимаю 4-е правильное решение. Не сдаваться, идти до конца и доверять только Господу полностью. И это, знаете, вот это такая упорство, вот эта черта, идти до цели, это черта воина. Мы с вами армия Христова. Вот. На 29-й день болезни я приняла правильное 5-е решение, что если я уже здорова, то, что я говорю, что я исцелена ранами Иисуса Христа, то я и должна себя вести, как должно, как здоровый человек. То есть что я решила? Я решила, что я буду здоровая. Значит, запомните этот момент, он очень важный. Если вы приняли решение, значит, вы здоровы, да? Ведите себя соответственно. Я пошла, значит, гладить белье. За месяц, знаете, гора белья. И я решила, вот по одной вещи, мне хватало ровно на одну вещь погладить. Вот я в поту молюсь, славлю Господа, пою, вещь погладила, смотрю, еще одну могу погладить, еще одну могу погладить, еще одну. И я прогладила все. Все перегладила, пошла на кухню блины печь, потому что муж очень любит, и он за этот месяц уже извелся. И страдался, жена больная, никому не нужна. Короче, я пошла печь блины. Пеку блины, я не знаю откуда, понимаете, и пеку. После обеда, послушайте, это в один день, я поехала с мужем за продуктами. Ну, я не буду рассказывать эту историю, неважно. Смысл вообще не в этом. Я сама удивлялась, откуда я брала силы. Я только что вообще не могла никак. Вот. То есть я шла вперед, сцепив зубы. Хотя на 30-й день снова был настоящий кризис, но я устояла. И знаете, в это время очень ободрило меня слово от родных. Я скажу, какое. Пустыню не всегда можно перескочить. Иногда надо пройти ее всю. Но важно, что ты знаешь, что рядом с тобой идет Господь. Возьмите, драгоценное, на заметку, что когда у вас такие какие-то серьезные проблемы, у вас должны быть братья и сестры, кто будет вас поддерживать в молитве веры. Это важно. Это важно. Вот.
Шестое правильное решение было, я стала планировать свое время наперед, как я это делала раньше. Я такой человек дисциплинированный и планирующий. То есть по вере я сообщила, что приду на миссионерскую школу, которую в тот период я курировала. По вере я сообщила, что я приду на домашнюю группу, когда я была лидером этой группы. По вере я сообщила, что я приду в церковь. По вере я сказала, что я приду на уборку церкви. Это при том, что я болела. Я все им сказала, что я приду. И что вы думаете? Я пришла. И я пришла, потому что уже с 30-го дня болезни я пошла просто ускоренными шагами к выздоровлению. Ускоренными. И с каждым днем мне становилось все лучше и лучше. И к своему дню рождения, 23 ноября, это был 40-й день, я полностью была исцелена. Аллилуйя, пустыня осталась позади. Драгоценные, видите, как много было использовано ключей. Если вы приняли решение, что вы исцелены и здоровы ранами Иисуса, тогда живите так, как вы бы жили, если вы были здоровы. То есть, да, получившие уже исцеление. Радуйтесь, благодарите Бога за исцеление, перестаньте возвеличивать дьявола, рассказывать всем о своих симптомах. Да? Вот. Похороните болезнь символически, похороните ее. Я имею возможность вернуться вот к тому опыту, взять вот эти принципы, все пересмотреть, осмыслить, потому что я тогда не совсем осознавала все. Только потому, что я это все записала. Только потому, что я прям по дням все полностью записала, все переживания. Еще одну вам даю подсказку. Смотрите, у меня была вера принять то, что говорит Слово Божье, что ранами Иисуса Христа я исцелена. Да? Но я это сделала, но свое же исцеление я не увидела мгновенно. Не увидела. И здесь что подключилось, драгоценное? Терпение. Терпение. Я по вере сказала, что я исцелена, но подключилось терпение. То есть готовность ждать результат, пока он не проявится физически. И в послании Евреям, 6 главе, 12 стихе так и написано, чтобы мы подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Так что не думайте, что вы свои обетования только верой захватите. Терпение надо, и долготерпение придется иногда включать. Видите, да? Понятно? Смотрите, вера, она говорит, у меня это есть. Да? Вера говорит. А терпение потом, оно продолжает, включается оно. Это как удачно сравнил Кэрри Блейк состояние беременности. А так как 2 года назад, в марте 23 года, Бог мне дал 3 сна о беременности. 3. И что удивительно, они были последовательны. То есть, как в фильме, один заканчивается, одна серия, вторая начинается и третья. Да? Вот это, они были в разные дни, и вот было 3 сна о беременности. Первый был о зачатии, второй о том, что начало беременности, и третий это уже был предродовый такой период. Я не буду вам рассказывать сны, они сейчас не о том, но я хочу сказать, что у меня за эти 2 года я много раз возвращалась к этим снам. Эти были духовные сны, я знала, что они мне о чем-то говорят, и я о них молитвенно размышляла. И вот о том, какие же откровения я получила, я с вами поделюсь. Хорошо? Вот. Посмотрим, смотрите, давайте откроем Евреям 11 глава, 1 стих. Вы все его знаете, но откроем. Вера же есть осуществление ожидаемо и уверенность в невидимом. Посмотрим на веру, как на беременность, и начнем со 2 части. 2 часть что? Уверенность в невидимость, да? Уверенность. Беременность. Вот девушка, молодая женщина, только что забеременела. Она уже уверена в том, что у нее есть ребенок. Хотя самого ребенка и в помине нет, там что еще? Там только зачатие произошло, там только, скажем так. Она еще ничего не видит, ничто, но она уверена. Почему? У нее изменения произошли соответствующие, там женское отсутствие обычного, какая-то может быть слабость, потом какие-то там еще симптоматика, полосочки на тесте, на гормоны, да. То есть что-то это разве имеет прямое отношение к ребенку? Да, собственно говоря, ничего к этому ребенку оно не имеет. Но вы уверены, что беременны, что ребенок есть. Все, у нас будет ребенок, так? Правильно. Вот. Вы приготовились ждать, когда же он созреет и родится. Давайте поставим фото, 4 фото. Смотрите. Вот и видите такой вот плод, да? Смотрите, плод.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что в 7 недель, когда уже женщина прям почти 2 месяца, да, уже беременности, 3 грамма весит. Послушайте, 3 грамма плод. 3. В 9 месяцев 7 грамм. Вот что там это есть? А уже 3 месяца, там 9 грамм всего, ничего. Вот. Но мы знаем, девушка знает, что она беременная. Давайте фото беременных поставим, пятый. Угу. Смотрите, в первом триместре, собственно говоря, ничего не видно-то. И признаков как таковых нету, и даже внешних не видно. Вот смотрите, драгоценные, в случае исцеления, да, у нас с вами есть вера. Та самая уверенность в невидимом. А в чем у нас уверенность? В чем уверенность? Что мы знаем? Что ранами Иисуса Христа мы уже исцелились. И это произошло 2000 лет назад. Это можно увидеть как-то наше это исцеление? Нет, да? Нет. Но есть то, что дает нам это уверенность. Что дает? Слово Божье написанное, которое, гарантом исполнения которого является сам Бог. Да? Слово Божье, оно имеет силу, написано, исполнить то, для чего оно было послано. А для чего было слово послано? Послал слово и исцелил, написано в Псалме 106, 20 стихе. Бог исцелил, послал слово. Если мы верим в Слово Божье, как непререкаемый авторитет, тогда у нас есть та уверенность в невидимом. Уверенность. Давайте перейдем, сейчас все будет ясно еще. Давайте перейдем к первой части, Евреям 11 глава, 1 стих. Вера – это осуществление ожидаемое. То есть вера, она осуществляет, она действует. Действует, она не бездействует. Беременность в физическом мире как происходит? Мужчина и женщина соединяются, происходит зачатие, и женщина с этого момента, да, готовится к появлению плода, ребенка в видимый мир. Ее поведение меняется. Вот она, вера, да? Поведение меняется. Она уже ест дополнительно какие-то витамины, она уже ест полезную пищу, она меняет свой режим труда, больше отдыхает, убирает какой-то физический труд, вот, средними условиями труд уже она избегает и так далее. Да? Вот. Но она не ходит каждый день и не просит врача: достань, покажи, что я точно удостовериться, что там есть ребенок. Она так делает? Нет, она так не делает. Она к этому она не ходит и не просит. А что она делает? Она терпеливо ждет определенного срока родов. Она живет в радостном ожидании, не ускоряет процесс и не пытается абортировать плод, а наоборот оберегает этот плод. Сегодня была заставочка, потом почему-то ее убрали. Там был такой воин, который держал сердце в руках сердце было. Вот так оберегает. Понимаете, как сердце, как зеницу ока, она оберегает его, чтобы сохранить неповрежденным. И когда ребенок появится, тогда ей вера уже не будет нужна в том, что она была беременна, правда же, ребенком? Она его увидит. В духовном мире, драгоценное, все то же самое. Каждый человек имеет духовную утробу, в которой он зачинает от Бога, то есть зачинает от Слова Божьего. А это возможно только в одном случае, когда получает человек откровение. С этого момента он становится духовно беременным. И его поведение должно меняться. Точно так же, как мы говорили, поведение физически беременных женщин. Как мы это можем с вами проецировать на духовную беременность? Смотрите, духовно беременный человек должен вести себя, как мы сказали, соответственно, да? То есть он находит уже время побыть побольше в Божьем присутствии, да? Он уже ест почаще полезную пищу. Что это полезная пища? Слово Божье, да? И делает то, чтобы плод этот рос, чтобы этот плод укреплялся, плод веры. А как его можно укрепить? Он читает, он размышляет над обетованиями об исцелении, исповедует эти обетования каждый день в свою жизнь и делает это на протяжении всей беременности. Вы же ребенка кормите всю беременность. Вот и это вы также делаете. Кормите всю беременность. Что же за обетование это может быть наше? Мы сказали с вами, драгоценные, просто повторяю. Ранами Иисуса я уже исцелился. На меня возложили руки, да, соответственно, Марка 16, 18, и я исцелился. Это мое наследие, я это взял. Уловите один момент. Если у женщины это
беременность желанная, тем более, если она долгожданная, да, так она всю беременность просто летает на крыльях, у нее все поменяется и внешне, мы видим, что она прям такая, да, вся в ожидании, и она постоянно благодарит Бога. Ей не надо говорить, поблагодари Бога, она и сама благодарит. Она знает, чего она ожидала, что она получила. Драгоценное, а ведь многие из нас годами ждут исцеления и страдают, и болеют. И они ждут этого долгожданного плода, чтобы плод от веры он родился. Вот. Поэтому я думаю, знаете, что хочу сказать, что это не будет ваше исповедание по будильнику. Вот заведите будильник, как некоторые делают, через каждый час вам будет напоминать, что нужно поблагодарить Бога и исповедовать. Драгоценное, когда вы забеременеете действительно Словом Божьим, вы это будете делать автоматически, потому что то, что в сердце, то и на устах. Понимаете? Или не понимаете? Понимаете, слава Господу. Но если вы не поверите, что физически беременны, да, то будете вести себя как не беременный человек, если вы думаете, что вы не беременны. Да? То есть будете поднимать тяжести, определенные упражнения делать, конным спортом, может быть, кто-то занимается, кто-то, может быть, и в сауну перестанете бегать, там 90 градусов себе ставить, и половую жизнь умерите, как должно быть. То есть иначе вы можете спровоцировать преждевременные роды физически. Правильно? Правильно. Смотрите, а что может спровоцировать аборт в духовной сфере? Как думаете? И тишина. Слова, которые противоречат Слову Божьему, мы уже об этом говорили. Ведь такие слова, как «я ничего не получил», «ой, на меня это не действует», «молитва, да нет, ничего не изменилось», «слово не работает», «все-таки осталось, как было». Это, знаете, драгоценное, это все убивает. Это все абортирует духовный плод веры. Это все выкапываете свое семя раньше времени. До рождения ребенка, когда вы можете его увидеть физическими глазами, пройдет какое-то время, правильно мы сказали? А потом раз, и все, вот он ребенок, родился. Вы можете уже его на ручки взять, его разглядеть, какой он на самом деле, какой носик, глазки и так далее. Фото 6 поставьте, пожалуйста, мамы с ребенком. Так и с духовными родами драгоценным. Вы ходите какое-то время, то лучше, то хуже, вроде бы ничего не меняется, вроде бы изменилось. Шаг назад, два вперед, туда-сюда, как-то идете. И вдруг раз, в один момент приходит полное исцеление. Вы понимаете, как это происходит? Раз просто, вот мгновенно это может прийти. Духовный плод веры просто проявляется. И человек здоров. Здоров. Роды произошли. Что ободряет, так это то, что никакая беременность, она ни физическая, ни духовная, она длится долго, годами. У беременности есть начало, зачатие, и есть конец, рождение. И ободряет то, что духовно зачать и быть беременным Словом Божьим можно в любом возрасте, драгоценные. И любой пол может. Так что, драгоценные братья, у вас есть возможность ходить беременными Словом Божьим. Вот, и все пережить, все эти чудесные моменты беременности. Вот. Дорогие, вы вообще сам принцип поняли? Слава Богу. Верою и долготерпением наследуем обетование. Мы все с вами духовные обетования получаем только по вере, только. И никак по-другому. Вера одинаково работает в любой сфере, драгоценно, не только в сфере исцеления, но в любой сфере. Поэтому применяйте это в любой сфере. Во 2 Коринфянам 13 главе, скоро будем заканчивать, вы простите, что я так долго, я давно не выходила на сцену, хочу впихнуть в невпихаемое у вас. Поэтому уже скоро закончим. Во 2 Коринфянам 13 главе 5 стихе так написано, что испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Давайте перефразируем, драгоценные, эти слова. Исследуйте себя, беременны ли вы. Сейчас объясню. Каким Словом Божьим, каким откровением вы сейчас беременны? Каждый себе спросите. В чем вы уверены так, что никто вас не может переубедить? Посмотрите на свое поведение. Как вы себя ведете? Как уже получившие, уже беременные? Или как только те, которые надеются получить? Надеются, да, еще зачать. Проверка очень простая. Я вам все так жизненно объясняю. Мне кажется так. Женщина каждую минуту помнит, что она физически беременная.
ее поведение, мы сказали, меняется. Она не пойдет ни на какой семинар, где будут рассказывать, как забеременеть. И она не пойдет на семинар, где будут рассказывать, как усыновить ребенка. Она не пойдет. Почему? Она уже беременная. Там она манюсенькая, 3 грамма. Но она уже беременная. Она уже свое получила, понимаете? Вот. И поэтому, если вы беременны Словом Божьим, а многие говорят, я верю в это Слово, я верю в это Слово. Вот проверьте себя, драгоценные. Если вы беременны Словом Божьим, и к нам приедет какой-то известный проповедник, скажем так, ну знаете, возьмем по-крупному, Бенни Хилл прилетит. А у вас есть еще симптомы, вы стоите на этом слове, вы верите, что вы беременны, действительно считаете, что вы прям вот твердо стоим. Симптомы есть. Вы выйдете на молитву за исцеление или нет? Вот проверьте себя, я вас не спрашиваю вслух. Понимаете? Вот если выйдете, значит, вы не были беременны или абортируете. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот. Разницу вы понимаете? Вот почему мы не получаем много из того, в чем должны ходить. Наша вера в разуме, хочу вам сказать, а не в сердце. А что сделать, чтобы вера была в сердце? Мы коснулись вначале, надо обновить разум. Как-нибудь до этой темы тоже возьмем. Дорогие, если вы не беременные, то и родить то, что у вас даже не зачато, вы не сможете. Не тужьтесь понапрасну. Не тужьтесь. А что нужно сделать? Сделайте первый шаг веры. Подготовьте почву своего сердца, чтобы вот туда принять семя Божьего Слова. Потому что только добрая почва, что дает плоды? Мы помним это в Марка 4 главе. И тогда ваш плод взращивайте уже. Взрастите. То есть изучайте Слово, размышляйте, исповедуйте обетование. И я, драгоценно, сейчас за вас помолюсь. А вы, прежде чем я буду молиться, примите для себя, что как только я помолюсь, вы примете свое исцеление. И вам не надо будет 10 шагов веры. Возьмите это. Аминь? Аминь. Итак, во имя Иисуса Христа будьте исцелены прямо сейчас. Во имя Иисуса будьте свободны. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа я говорю жизнь. Жизнь в каждый орган, в каждую систему, в каждую клеточку. Жизнь Божья во имя Иисуса. Дети Божьи исцелены ранами Иисуса Христа. Принимайте это. Во имя Иисуса будьте исцелены. Будьте здоровы от макушки до подошвы пят. Благословляю исцелением во имя Иисуса Христа. Аминь. Я говорила с верой. Принимайте, драгоценные.